Дорогие радиослушатели и дорогие телезрители, всем доброе утро. Для вас в прямом эфире программа «Якутск сегодня». Режиссеры программы Мария Новгородова и Юрий Чекуров, в студии редактор Светлана Савинова и моя гостья, психолог Республиканского центра психологической помощи семьям и молодежи Матрена Сыроватская. Матрена, доброе утро. Доброе утро. Спасибо вам большое, что вы нашли время сегодня быть в нашей студии. Тема разговора сегодня – адаптация первокурсников. Адаптация – это производная от латинского слова «приспосабливаться». Тогда смысл того, чтобы адаптироваться, это в том, чтобы подстроиться верно. А тогда как же легендарное и вечное «не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Адаптация первокурсника, да, во-первых, это начало студенческой жизни, да, это принять в себя новую социальную роль студента, получается, привыкнуть к новому коллективу, к новым требованиям, да, повседневным обязанностям, приобщиться к профессии, которую он выбрал. Адаптация – это процесс, во-первых, да, непрерывный, так как не прекращается ни на один день, получается. А во-вторых, колебательный, поскольку даже в течение одного дня происходит переключение в самые разные сферы, да, в деятельности, в общении, самосознании. Это новый этап жизненный для подростка. Подросток, то есть человек, который выбирает свою профессию, это может быть ребенок, все равно он ребенок, да, пубертатный период, 15 лет и 18 лет. 15 лет достаточно ранний возраст для того, чтобы верно, если ребенок решает после 9 класса выбирать профессию, чтобы не ошибиться в этом выборе. Есть ли у вас истории, и обращаются ли в ваш центр подростки, которые выбрали профессию, может быть, потому что их как-то смотивировали на это родители, да, или так проще для семьи, может быть, семья решила, что так будет верно, а понимают, что это, когда уже начинают учиться на первом курсе, что это не совсем его. И что же тогда делать? Как адаптироваться? У нас обращений бывает всегда много. Это особенно весной и осенью. Получается, да, когда период ставит вопрос выбрать какую профессию, да. Например, у нас бывают такие случаи, когда ребенок хочет ту профессию, да, а родители хотят другую, например, да, по семейным, например, да, родственные какие-то. Или мечта родителей не сбылась в их студенческие годы, и они хотят в детях осуществить, увидеть. Сначала проводится, например, у нас в центре, да, проводится для таких детей диагностика, компьютерная диагностика, тестирование. Профориентирование, да? Профориентирование. Или как правильно, профориентация? Профориентация. А что за тесты такие? В чем они состоят? Это нужно заполнить какие-то, ответить на какие-то вопросы, и потом суммируется балл? Вопросы бывают, рисунки бывают, а потом в конце этого получается собеседование с ребенком. И потом в конце для консультации для родителей, исходя из того, что личность ребенка, его характер, да, что ему больше по его типу, да, подходит, какая профессия, где ему легко будет, а где ему трудно будет работать, например. Можно ли сразу понять, существует ли вообще группа риска для студентов, для подростков, которым сложно адаптироваться, и в чем эти сложности? Да, есть, группа риска, да, выявляются в тестировании. Они, например, те студенты, которые входят в группу риска, они, например, плохо проходят адаптацию. Они, например, в трудной ситуации, они выходят... они могут быть из неблагополучных семей, или наоборот, эти дети... Наоборот, разные бывают. Да, это не говорит о том, что неблагополучные. Разные бывают, потому что семья, от семьи исходит, какой ребенок будет. Если у ребенка в семье было хорошо, например, да, много общения с родителями, уверенность в себе была хорошая, тогда, конечно, у ребенка будет все хорошо в адаптации. Я с вами согласна, что иногда неполные семьи, они еще лучше адаптируют своих детей, чем полные семьи. Тоже бывают разные истории. Да. А бывает ли так, что сложности в адаптации возникают из-за того, что ребенок нагружен каким-то тяжелым чувством тревоги, чувством вины, и это ему тоже из-за этого ему сложно, да, в социум как-то войти и общаться. Да. Как говорят в народе, да, какого ребенка мы воспитали, отпустили после школы, вот так и он будет проявлять себя, например. Если в семье было так же, тоже говорю, повторяю тоже, была любовь, мир, общение, как ребенка общаться, как с другом, да, получается, да. Такой ребенок, легко ему приобщиться
в обществе. Тогда потому что ему нету боязни. Все-таки первая адаптация возникает в семье, когда ребенок уже рождается, или это уже происходит в утробе мамы? Ну да. Получается, первая адаптация это в семье. Да, потом семье у нас детский сад. Да. И только потом у нас какие-то истории уже из более взрослой жизни. Угу. С какими историями в ваш центр приходят чаще всего? Вот, может быть, какие-то примеры вам запомнились? И кто это чаще? Это родители, взволнованные судьбой ребенка? Или же это и родители, и сам ребенок? Или это сам подросток? Ну, я бы сказала 50 на 50. Бывает, что родители приходят с ребенком, да, а бывает, что студенты сами. Например, языковые барьеры у нас, да. Например, ребенок приехал из районов, а ему тут трудно адаптироваться, потому что у него языковой барьер. Ну, ребенок уже осознал, что он хочет выйти из данной ситуации, пришел к нам, тогда, да, это уже начинаем здесь работать. Такие дети, ну, студенты, скажем, да, бывают агрессивные даже, они замыкаются в себе, неуверенность, самооценка снижается, и потом начинается уже депрессия. Угу. Но в данной ситуации работают психологи, консультации проводят. Вы работаете не только с городской молодежью, но и с подростками, которые приезжают из районов. Из районов, да. И там, допустим, подросток... Мне хочется, чтобы мы немножко вот о примерах самих поговорили. Угу. Вот, допустим, история, да? Угу. Ребенок учился в районе, в Улусе, угу. И там в школе он очень хорошо себя чувствовал в своем коллективе, лидером, папа, мама рядом. Угу. Он выезжает далеко от своей семьи, новый коллектив, как вы правильно сказали, языковой барьер. Угу. Может, это Якутск, может, это какой-то другой город. Угу. И как помочь такому ребенку адаптироваться? Во-первых, должен студент для себя осознать, для чего он пришел сюда, например, учиться, да? Что проблемы всегда будут. Просто надо уметь выходить, решать проблемы, учиться решать проблемы. Мне кажется, это такие общие фразы. Ребенок сам об этом знает. Но вот когда в реальность он попадает в какую-то сложную ситуацию, допустим, я вот сегодня взяла мои любимые фигурки, чтобы наглядно для зрителей показать и разнообразить наш эфир. Он попадает, когда в окружении новых людей, конечно, эти общие фразы, возможно, он их помнит, но вот по какой-то конкретной ситуации ему нужны конкретные рекомендации. Мы сейчас вернемся к моему вопросу. У нас есть вопрос телезрителей. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны 32 00 66 и 32 11 66. Алло, доброе утро. Доброе утро. Это говорит постоянная радиослушательница Павлова, Халтуня 14. Ага. Спасибо за звонок. Я мама 2 бывших студентов. Ага. Мои дети уже закончили учебное заведение. Очень хорошо, да? Вот у меня вопрос к психологу. И хочу, как бы сказать, свое мнение сказать. Да, я по-русски плохо говорю, извините. Мы вас понимаем. Тема вашего дня — адаптация студентов, да? Да. Адаптация студентов. Первокурсников. Во. Психолог говорит, психолог на вид очень молодая, говорит, что у студентов есть группа риска. А вот я не согласна с вашим мнением. Группа рисков, этого слова не должно быть у студентов, потому что студентами являются только умные дети. Студентами являются, ну, как бы сказать, слабые дети, только слабые дети ходят в группу риска. По-моему, вы ошибаетесь. Группа риска... Спасибо вам большое за ваш звонок. Конечно, у вас есть жизненный опыт, потому что вы мама, да, сказала наша слушательница, 2 студентов, конечно, имеет право на свое мнение. Конечно, хорошо, когда ребенок умный и уверенный, но как ему проявить свои лучшие качества, когда вот именно во взрослой какой-то уже истории, да, в своем новом периоде своей жизни, как ему проявить себя? Ведь подростки, наверное, хотят больше проявить свою индивидуальность и показать всем, что они умеют. Но не у всех это получается. Угу. Проявить себя. Ну, во время адаптации, да, проявить себя как-то немножко трудно будет. Это вообще адаптация проходит у каждого человека, да, в течение, например, год. Не приблизительно так, да. И вообще студентам надо, вообще, во-первых, соблюдать режим дня, да, правила здорового образа жизни, формировать навыки планирования, да, организовать собственную деятельность.
творчески подходить к подготовке самостоятельного задания, да, уделять больше времени самостоятельному обучению, учиться анализировать собственную деятельность, чтобы выявить сильные и слабые, да, свои стороны, да. Матрена, вам не кажется, что мы иногда на всю свою жизнь застываем вот в этом состоянии студента и вообще состоянии первой адаптации? То есть это никогда не заканчивается. Мы в семье, потом детский сад, потом школа, потом высшее учебное заведение, потом работа. Да. Многие взрослые люди застывают, вот, может быть, в таком вот подростковом возрасте, и им сложно менять работу, и даже они соглашаются, может быть, и на нелюбимую работу, но из-за того, что коллектив, из-за того, что ты уже здесь адаптирован, ты ничего не хочешь менять в своей жизни. А потому что это исходит от человека. Если он не хочет этого, конечно, ничего не меняется. Если я внутри хочу, чтобы мне было хорошо, я должна работать над собой. Отличная фраза. У нас есть звонок слушателя. Алло, доброе утро. Алло. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Диана. Я студентка первого курса. Вот у меня, скорее всего, не вопрос будет, а вот пожелание. Хотела бы выразить слова благодарности этому замечательному центру, так как я посещала данный центр в прошлом году. Я ходила на диагностику и на индивидуальное консультирование. Вот, и благодаря специалистам данного центра, которые мне помогли, направили в выборе профессии. Вот, сейчас я учусь на первом курсе и очень благодарна специалистам данного центра. Диана, вы как раз очень по теме звоните, вы первокурсница, и мы вот и говорим об адаптации первокурсников. А у вас какие сложности были? От чего вам было сложно? Или вы так быстро вошли в коллектив, и все замечательно в вашей жизни? Так, вообще я не могла определиться вообще, в выборе. В какое русло мне пойти. И вот, родители мои посоветовали сходить в данный центр психологический, где мне очень охотно помогли. И потом, посетив данную диагностику, индивидуальное консультирование несколько раз ходила. И в конце поняла для себя, что... я не буду говорить, где я учусь. Это ваше право, да, конечно. Да. И я вообще довольна. Голос у вас бодрый, счастливый. Спасибо вам большое за звонок. Успехов вам в учебе. Спасибо. Хороший звонок, слова благодарности, приятно. Данные, которые студент приходит, да, даже школьники, они должны сами осознать, что они хотят, что они... Мы, как бы, психолог рекомендации дает, направление, а не совет, да? Направляем. Вот вашему типу, например, вот это подходит, да, чтобы человек сам осознал. В общем-то, если это будет правильно выбрано учебное заведение и вовремя выбрано, или в 15, или в 17-18 лет, то тогда это уже половина успеха. Бывали такие случаи, что студент, первокурсник, ему уже 20 лет, получается, да? А значит, получается, он учился где-то, не понравилось ему. Вот пошел уже 20 лет, заново уже начинает свою... Наша предыдущая слушательница отметила, что вы очень молоды. Вы сами испытывали сложности в адаптации, когда вы были студенткой? Молоды, это сколько? 20 с лишним. Мне уже опыт большой есть, 10 лет работы психологом. У меня во время адаптации таких сложностей прям не было. Это не укор, это, возможно, вы прекрасно выглядите. Просто, чтобы вы вспомнили свою молодость. Я могу вспомнить свою. Трудностей не было, потому что была сама общительная. Я со всеми могла входить в любую компанию, общаться. Мне было легко. Я сама себя чувствовала легко, комфортно. Я всегда, конечно, боялась адаптации чего-то, да, но всегда себя как бы программировала на положительную сторону. Твое настроение в твоих собственных руках каждое утро и каждый день. Да. Мне было сложно, если вспомнить мои учебные годы, и сейчас я общаюсь с преподавателями. Так уж мне повезло, мои подруги занимаются учебным процессом, и когда я прихожу в их стены в учебных заведений, и по долгу своей работы бываю, может быть, я не права, но у меня ощущение, что молодежь сегодняшняя, она очень уставшая. но очень вялая, и как будто бы они совсем мало общаются. Вот сейчас век интернета, и все в основном утыкаются вот в эти новинки, такие, айфоны, гаджеты. Мне кажется, это плюс адаптации или это минус? Это уже адаптация, скажем, минус, да? Во-первых, это нету мотивации к жизни.
нет цели, ресурсирования. Основная подростки, которые к нам Тогда ходят... это случается здесь, в семье? Да, мотивация. Энергия не исходит от жизни. Интереса нету. Вот где взять ее? Вот, опять же, это идет от семьи. Нет, может, общения нет с родными. Ну вот в семье не получилось этого взять. В детском саду ребенок выживал, допустим. Пришел в учебное заведение, где нужно и выживать, и еще и получать профессию. Да. Ведь ваши коллеги-психологи утверждают, что 80% успеха в жизни вообще зависит от наличия навыков коммуникации. То есть человек, который умеет общаться, он может достичь успеха. Да, в детстве. Да, если даже не глубоко нырнет в профессию. Ну, в данной ситуации, если вот... На это энергия нужна, я про это. Вот эта ситуация, как человек должен себе поставить цель. Я должна вообще закончить или что-то, мне выбрать опять другую профессию, туда-сюда, как маяк, да, маячиться. Человек должен поставить для себя цель и как бы быть ответственным, научить себя к ответственности, потому что от этого у меня зависит мое будущее. Вот голова ставит цель, а сил нету, энергии нету. Вот для этого вот рекомендуют психологи, например, ходить, заняться своим любимым делом, хобби или физические какие-то нагрузки, да. Если ребенок чувствует какие-то сложности в том, чтобы в общении, он может позвонить в ваш центр, ведь и анонимно, у вас есть телефон доверия. Да, есть телефон доверия. Насколько вы чувствуете, что вы помогаете? Потому что у нас звонков очень много, желающих очень много. Это по всей республике получается бесплатный номер. Ага, вы можете назвать этот номер? 8 800 200 0122. 8 800 200 0122. По этому телефону ребенок может звонить, да, он круглосуточно работает. Конфиденциально, да, не называя себя. Да, может побеседовать, выговориться. Есть какое-то определенное время, или он может... Нет, это круглосуточно. Нет, вот на одного человека может потратить психолог какое-то определенное время, или ребенок может занимать столько, сколько ему понадобится? Сколько ему хочется. Угу. Также можете записаться в наш центр на индивидуальную консультацию 35 10 46. Это находится на Каландрашвили 21. Там опытные психологи занимаются проблемами обращенным населением. Матрёна, я знаю, что ваш центр сотрудничает с учебными заведениями. Как проходит ваше сотрудничество? Вы приезжаете в эти учебные заведения или сами педагоги могут направить к вам своих студентов или учеников? Потому что ведь адаптация, она не только среди сверстников, ведь нужно еще адаптироваться и к учителям, найти подход, да? Или же наоборот учитель должен искать индивидуальный подход к каждому ребенку? У нас бывает разные. И бывает так, что они выходят к нам, или мы к ним выходим, смотря где еще психолога нету. В основном мы выходим тем, кто психолога нету. Но бывает у нас так, сначала запрос идет к нам, мы договор с ними заключаем, и исходя из этого сначала проводим диагностику, смотрим, какая ситуация у них, да, получается. И после этого уже проводятся разные тренинги, психологические упражнения. Цель в основном всегда заключается в сплочении, да, знакомства и снятие тревожности. Произвести первое впечатление, которое невозможно повторить. Спасибо. У нас есть звонок нашего слушателя. Алло, доброе утро. Звонок сорвался. Скажите, на ваш взгляд, в какой возраст чаще всего, вот если мы говорим о студентах, чаще всего возникают вот эти сложности в адаптации, сложности в общении? Какой возраст? Какой возраст? 15? Или это старшие дети, или, может, чуть младше? И есть ли гендерные различия в адаптации? То есть девочки адаптируются быстрее или наоборот, сложнее, чем мальчики? Ну, в этот период, как мы знаем, что идет как бы психологические особенности обусловлены юношеского возраста. Характерными чертами юноши является стремление к самопознанию, самоопределению. Мировоззрение меняется у человека. Вообще в подростковом периоде это получается, да, до 18 лет. Самоопределение. Мне кажется, она меняется вообще всю жизнь. Кому как повезет. Да, да. Ну, этот самый такой период, это получается биологический, да, психологический, это самый вот такой острый период, поэтому у детей бывает период адаптации. Переоценка ценностей, да? Да. И таким образом процесс взросления сопровождается значительными психологическими трудностями. А так, если смотреть, да, гендерные, например, у нас
период этого изменения группы риска, скажем, да, были. И еще по шкале дезаптации называется. Дезаптивности даже. Девушки имеют баллы выше, чем юноши. То есть девушкам проще? Да. Парни больше принимают себя и других, и эмоционально чуть более комфортно себя чувствуют. А по шкале, например, внешний контроль, да, у девушек имеет баллы выше, чем у парней. Значит, получается, у девушек, да? Можно перевести на более подробный язык? Я не поняла. Девушкам проще входить в коллектив девушкам или наоборот? Нет, наоборот сложнее. Наоборот, мужчинам проще? Да, мужчинам проще. Ну, кстати, наверное, да, потому что, мне кажется, даже работать иногда вот с мужчинами, договориться проще, чем когда это женский коллектив. В женском коллективе могут возникать, больше вот этих эмоциональных, вещей. Или тогда женщина и визуально может уже посмотреть и не принять кого-то. Вот так, да? Да. Еще женская психология говорит о том, что мы, как бы девушки, да, внешность свою. Больше у нас много факторов, которые влияют на нашу адаптацию. А парни, как бы, женщина развивается через чувства. А сколько историй, когда, допустим, преподаватель не воспринимает красивую молодую студентку только лишь потому, что она красивая и молода, да, или же потом во взрослой какой-то жизни кто-то приходит уже на свое рабочее место, и тоже вот в плане конкуренции директора, например, женщина. Конечно, играет особую роль. Какую-то роль. Тоже женщина, но молодая. Да, какую роль. Но это тоже зависит, как человек себя проявит. Если он активный, да, общительный, то, конечно, хочется с ним общаться, побеседовать. Если человек замкнулся в себе, не хочет общаться, от этого тоже зависит. Но я думаю, самое главное сделать шаг к себе, к самому себе. И желание просто понять, что с тобой происходит. Потому что иногда нам мешают адаптироваться и общаться друг с другом. Вообще хочется... Сейчас же много людей, которые как социальные аутисты, да, они предпочитают замкнуться в своей какой-то истории, как вакуум. И, наверное, какие-то тяжелые чувства все-таки, когда мы чувствуем сами себя некомфортно с самим собой, да, мы себя можем винить там, или, не знаю, за что-то ругать, или какая-то тревога постоянная. Если ты все-таки хочешь сам себе помочь, идешь навстречу себе, наверное, тогда можно и прийти уже к другим людям. Что-то, если хочешь себе что-то поменять, надо, чтобы окружение поменялось. Тебе надо себе что-то поменять. Работать над своей «я», например, да. Какие-то, например, дома, например, можно так провести, такое немножко, скажем, письмо написать, да. Мои положительные стороны и отрицательные стороны. И смотреть, какие у меня отрицательные стороны, какие положительные. И полюбить и то, и другое. Да. И немножко поменять еще это отрицательное. Как сделать так, чтобы этих отрицательных сторон было мало? Если я не могу так сделать, то я не хочу. Я не хочу, да, слово, сделать я могу. Мне кажется, если ты разрешишь себе, допустим, быть, обижаться, да, или злиться, то есть не прятать эти чувства, если ты их примешь в себе, то они реже повторяются, потому что тогда ты словно перестаешь себя контролировать и перестаешь быть сам для себя жертвой. Матрена, у нас остается 2 минуты до конца эфира. Очень коротко я попрошу вас рассказать о том, какие мероприятия в ближайшее время будут в вашем центре, и пригласите в ваш центр тех, кому нужна ваша помощь. Вообще у нас уже идет адаптация первокурсников. Это у нас к нам выходит из высших учебных заведений с тренингами, просит с тренингами провести на адаптацию. Также у нас идет сейчас профориентация для центра вузов. Это центральные вузы, получается, кто едет, да? Ага. Они могут к нам позвонить по телефону 35 10 46 также, да, и договориться о тренингах, какие у них проблемы, например, возникают, и чтобы вместе решались эти проблемы. То есть, в принципе, человек может обратиться к вам за помощью, и вы собираете группу, и уже группу под клиента, да, можно так сказать. Есть проблемы, и человек начинает ее решать. Да. А групповые работы в вашем центре на сегодняшний день, они популярны или все-таки индивидуально больше? Групповые работы популярны. Спасибо вам большое. Я слушателям напомню, что в нашей студии была психолог Республиканского центра психологической помощи семьям и молодежи Матрена Сыровацкая. Мы благодарим вас. Спасибо, что вы пришли к нам. Слушатели и телезрители, я благодарю за внимание. И всем хорошего дня. Любите себя и идите навстречу к себе. Спасибо.